Настоящая полевая кухня на дровах, солдатская каша с тушенкой и крепкий чай. Площадка ТНВ сегодня – это плац добрых армейских воспоминаний. Валерий Касимов служил в Амурской области водителем, так и продолжает на гражданке. Каша на дровах сразу навеяла воспоминания. Все сидят у костра, пьем горячего чая, и вечно у повара не осталось ли что-нибудь там, что-нибудь еще, хлеб с маслом. Это единственное наше было такое удовольствие. Кто-то гордится службой, а кому-то армия помогла в выборе профессии. Софиуллин, отслужишь, гордиться будешь. На самом деле ощущение гордости, оно осталось все-таки от того, что я служил и пришел на самом деле другим человеком. Если уходим мы туда мальчиками, а возвращаемся уже настоящими мужчинами. Меня назначили вести боевой листок нашей роты, когда мы выходили на полевой выход, то есть я обычно писал то, что сегодня там 3-я рота 1-го батальона вышла на полевой выход такой-то, такой-то. Рамиль, а вообще вот эту прическу полюбили со времен армии? Эта прическа мне подарила природа, и полюбить ее пришлось. То есть не армия? Ну, армия в том числе. Армия проверяла чувства, дарила настоящих друзей, а слова песен под гитару живут в сердцах до сих пор. Письма писали искренне. Даже слезы накатывались на глаза, конечно же. Но письмо от матери – самое большое счастье, конечно. В армии я приобрел армейских друзей. Мы до сих пор общаемся. Редко, но общаемся. Это очень крепкая дружба, такая мужская. Целуйте, бабы, рельсы, живой я живой. Целуйте, бабы, рельсы, я еду домой. Они живы, здоровы и они дома, но и спустя годы снится рота подъем, внимание, построение, наряд вне очереди. Мне даже во сне приснилось, что меня опять призывают в армию. Я говорю, да я же отслужил. Говорю, нет, говорит, вот поедете еще раз туда. Я говорю, хорошо, хорошо. А на этой фотографии Александр Лобанов, связист, старший сержант, служил во внутренних войсках России. Сегодня он тоже на посту, работает оператором на нашем телевидении. Саш, оставь камеру, я тебя хочу кашей угостить. Полевой. Ну попробуй, как на вкус. Сейчас попробуем. Да, настоящий армейский вкус. Всегда и во все времена было что защищать. И главное, вкладывать в это всю душу. В своей жизни нам нужно защищать и свою семью, и своих детей, и помогать собственным родителям, и защищать и страну, и республику, и родной язык нужно защищать, и родную культуру. Поэтому это праздник, который должен объединять неравнодушных людей. Идет солдат по городу, по незнакомой улице. Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.